Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем подробности очередной аварии на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина. Я, как полагаю, он пролетел на красный свет. Расскажем о страшном убийстве в Набережных Челнах. Сильван схватил на нож и ударил родственника им в грудь. Расчлененное тело мужчины нашли в лесу. И что рассказывают потерпевшие о методах обвиняемых в вымогательстве? Они угрожали регулярно физической расправой, интимной расправой. Судебный процесс над лжеколлекторами. Это и не только в ближайшие 10 минут. На пересечении проспекта Ямашева и улицы Мусина столкнулись две иномарки «Шевроле Лачетти» и «Хендай Солярис». После столкновения обе машины откинуло на трамвайные пути, и они заблокировали движение электротранспорта. Само происшествие попало в объектив видеорегистратора едущей рядом машины. И, судя по съемкам, правила нарушили оба водителя. Динара Камалова была на месте происшествия и посмотрела запись регистратора. Очевидец у меня есть. В случившемся его вины нет, убежден водитель «Шевроле Лачетти». Говорит, что надо было повернуть с Ямашева на Мусина налево. Но так как такой маневр запрещен, развернулся справа на Мусина. Так делают многие. И выехал на перекресток по всем правилам. Утверждает, что Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора. Слева удар пришелся. Я, как полагаю, он пролетел на красный свет. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, едущего сзади автомобиля. Чуть впереди Hyundai Solaris. На Ямашева на крайней правой автобусной полосе стоит «Шевроле». И вдруг резко начинает поворачивать налево. При этом видно, что такси в самом деле выехало на перекресток на красный сигнал светофора. Рассказать, как все произошло, водитель Hyundai отказался. Ничего не буду говорить. Удар был такой силы, что в обеих иномарках сработали подушки безопасности, но они не смогли полностью уберечь находившихся в салоне людей от ссадин и ушибов. Так водитель «Шевроле Лачетти» при столкновении ударился головой, повредил губу. От госпитализации он отказался. Пострадал и пассажир такси. У него также ушибы мягких тканей головы. Женщина и мужчина, по-моему. Их забрали, на что жаловались? Да. С головой. Голова пробита. Автомобили остановились на трамвайных путях, в результате чего было заблокировано движение электротранспорта. Степень виновности водителей теперь будет устанавливать автоинспекция. Динара Камалова, Константин Бушуев, «Вызов 112». А на пересечении проспекта Ямашева и улицы Бондаренко столкнулись «Хендай» и «Лада» 14-й модели. Со слов автоледи, которая управляла иномаркой, она совершала поворот на проспект Ямашева, как вдруг в нее влетел отечественный автомобиль, который ехал, со слов девушки, по автобусной полосе. Но вот сам водитель 14-й утверждал обратное. Молодой человек рассказал, что двигался по среднему ряду, а автоледи оказалась вне зоны видимости. Я же по главной, получается, еду. И вот я начал выезжать. Две машины проехал вот здесь, которые стояли. А эта машина, получается, третья была. Я когда выезжал, ее не было там видно. Я выехал, и она меня ехала. На улице 2-я, юго-западная, береза упала прямо на припаркованный рядом автомобиль. Дерево располагалось недалеко от тротуара. К счастью, в момент произошедшего никого не было рядом. Иначе результаты могли быть куда плачевней. Что касается Мазды, которая была придавлена кроной дерева, то ее владелец, по всей вероятности, о случившемся долго не подозревал. Спустя несколько часов после происшествия и дерево, и поврежденный автомобиль оставались на прежних местах. Приехал, обокрал и уехал. Полицейские Казани задержали в Мариэл 49-летнего местного жителя, подозреваемого в серии квартирных краж. По версии полицейских, мужчина трижды залезал в чужие жилища, используя одну и ту же схему. Какие дома предпочитал приезжий гастролер, расскажет Рамиль Шайдулин. Что похищали? Бытовую технику. В квартиру как проникали? Через окна. Одно из первых заявлений по факту пропажи планшета в полицию поступило 16 мая. 32-летняя потерпевшая сообщила, что в ее доме повреждено окно и похищена техника. Спустя месяц в отдел полиции обратились еще двое жителей этого же района с аналогичными заявлениями. То, что это дело рук одного человека, оперативники выяснили довольно быстро. В домах у всех потерпевших были повреждены окна. Отличался только характер их повреждения. Где-то была выставлена рама, а где-то просто разобрана ее часть. Выбирали как квартиры, дома? Случайно. А если там люди окажутся? Смотрел в основном. Если замок наружу висит, значит никого нет. Проникнув в помещение, злоумышленник всегда забирал наиболее ценные вещи – планшет, ноутбук, модем. Общая сумма причиненного материального ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.
В ходе следствия возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство. Работая над раскрытием, полицейские сравнили обнаруженные на местах преступления отпечатки пальцев с картотекой лиц, уже привлекавшихся к уголовной ответственности, и установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Мариэл, ранее судимый за кражи. Для поимки подозреваемого полицейские выехали в соседнюю республику, где мужчина в итоге и был задержан. В ходе проведенного обыска в его доме была изъята часть похищенного имущества. Отпираться задержанный не стал и полностью признал свою вину. По решению Вахитовского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, вызов 112. Убил и сильно обезобразил тело. В Набережных Челнах задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства. Трагедия произошла в его квартире, когда в гости к нему и его супруге пришел 38-летний потерпевший. Женщине он приходился братом. В результате встречи между мужчинами произошел конфликт, после чего хозяева вызвали полицию. Ссора продолжилась и на следующий день, когда потерпевший снова вернулся в квартиру. После перепалки хозяин нанес гостю ножевое ранение в область грудной клетки, в результате которого последний скончался на месте. Тогда он расчленил тело, сложил в детскую коляску и отвез в лес, где закопал. 6 июля в 300 метрах от одного из домов в лесном массиве были обнаружены человеческие останки в виде предплечья и стоп. После этого Селиванов был задержан. В час совершения преступления он признан в полном объеме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Угрожали расправой, вымогая деньги. В Московском районном суде началось фактическое рассмотрение дела в отношении 3 приезжих мужчин, обвиняемых в вымогательстве. Как гласит уголовное дело, они на протяжении почти 3 лет под угрозой физической расправы вымогали в общей сложности несколько миллионов рублей у жителей Набережных Челнов и Казани. Потерпевшие рассказали Айрату Назипову, какие аргументы им приводили подсудимые, чтобы получить желаемые деньги. Я судья. Я прокурор. А теперь вместе с подельниками и подсудимый. Такого спуска по карьерной лестнице обвиняемые добились благодаря вымогательствам, уверены следователи. По их версии, все 3 выступали в роли своеобразных коллекторов. Только вместо законного способа вернуть деньги использовали альтернативную методику добычи желаемого. Они угрожали регулярно, звонили на сотовый телефон с угрозами физической расправы, интимной расправы. Угрожали причинить вред родственникам, родным, близким. Угрожали, что придут на рабочее место и перед подчиненными, перед сотрудниками тоже устроят разборки. Также, по версии одного из потерпевших, которого допросили сегодня в суде, в отношении него применялась физическая сила. Сам говорит, от долга не отказывался, но расплатиться сразу не было возможности. Тогда же и появились обвиняемые. Квартиру выставляем на торги. 1,5 забираем, остальное делать, что хотите. Понял? Другой потерпевший оказался в такой же ситуации. По данным следствия, начиная с 2014 года, обвиняемые под угрозой насилия требовали у владельца одного из ресторанов в Казани передачи части бизнеса подконтрольной им фирме. Также в 2016 году обвиняемые под угрозой применения насилия вымогали 650 тысяч рублей с продавца квартиры. В связи с тем, что указанной суммы у него не было в наличии, они получили с потерпевшего 70 тысяч рублей, продолжая требовать оставшуюся сумму. Но получить желаемое они не смогли. 6 октября минувшего года их задержали с поличным. После предварительного следствия было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство группы лиц». Сегодня в зале суда проходил опрос потерпевших и свидетелей. Во время заседания подсудимые высказали свое мнение по поводу обвинения. Каждый вторил другому. Ваша честь, не признаю. Значит, по всем обвинениям вам предъявленных вы себя виновным не признаете. Предыдущее заседание перенесли из-за отсутствия адвокатов у одного из подсудимых. Теперь ходу процессу ничего не мешает, и в ближайшее время суд продолжит опрашивать всех участников процесса. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.